На месте оторванной карусели осталась железная ножка. Покрытие детской площадки скорее напоминают некачественно наклеенные обои. А на этих качелях вряд ли можно покататься, не получив травму. Состояние детской площадки во дворе дома 23 по улице Московская плачевное. Все это на месте фиксируют активисты Общероссийского народного фронта. Начну с тех ошибок, которые, как правило, существуют у нас на площадках. Это в первую очередь полотно, это так называемый палас. Я его называю паласом. Почему? Потому что он со временем, к сожалению, небольшой срок проходит, этот палас сворачивается и представляет собой опасность для детей, играющих детей. Ребенок разбежался, споткнулся, ударился. Как правило, ребенок ударяется или от тот же бетон, который под этим паласом. Как правило, устанавливается детская конструкция, а само основание этой конструкции не углубляется в землю. То есть это говорит о том, что шрупы, болтики, они все торчат и тоже, соответственно, несут угрозу для играющего ребенка. Дальше качели. Вот мы видим качели на жестком основании, она укреплена, жесткий подвес. Это говорит о том, что ребенок сел в качелю, она будет сходить, и та амплитуда, в которой должен работать этот объект, то есть эта качеля, она не будет сохраняться, ее будет водить. Ребенок, естественно, может упасть. И, как правило, дети падают. Родители не оставляют детей на таких качелях. Для того, чтобы ребенок был в безопасности, нужен очень мягкий подвес, чтобы качеля ходила ровно. На такую детскую площадку детей местные жители не пускают. Проводят здесь время самые неусидчивые и только под строжайшим присмотром родителей. مش تقدر أسوق خخ كوجا قلبي خش كتشيلش خندحت على خندحت شالخ نحن أخن خلق أصحاب وري كتشيلش يجمش تحكد مش تتخاتسو. Пройдя через дворы около 300 метров к 25-му дому, можно наблюдать похожую картину. Обивка площадки пришла в абсолютную негодность. Скатываться по горке опасно. Ребенок приземлится о бетон. И травма гарантирована. Вот это вот ни в коем случае не должно. Несмотря на то, что вот мы видим вроде бы как бы, да, не составляет угрозы, но, к сожалению, эти шрупики, они выходят из самой системы и, как я говорила, хорошо, если порвут одежду, но, как правило, царапают детей. Дальше, вот здесь вот мы видим установку, надвешена, видите, над землей. Вот это вот само крепление нужно углубить в землю, и только чтобы вот это вот совпадало с землей. То есть ребенок скатывается только на землю, только на бетон, к сожалению. Здесь вообще должно быть ударопоглощающее покрытие. Вот такие вот шрупы, когда укрепляется эта конструкция, шрупы ни в коем случае не должны быть видны. Это все должно закрываться вот мягким вот таким специальным оборудованием, то есть мелким. Ничего не должно быть видно. Дальше здесь, видите, здесь отходит и горка, и качелька. Здесь дети, столпотворение происходит. Тоже недопустимо. Горка вообще она должна идти одна. Такая картина на многих придворовых детских площадках. Это не первый выезд активистов с такой миссией. С федеральной комиссией в начале лета мы выезжали с мониторингом, проверяли наши детские объекты, детские площадки, как я сказала, на всех, да, объектах. Некоторым муниципалитетам было предписание, был дан срок исполнения. К сожалению, не все муниципалитеты справились с поставленной задачей. Назрановский муниципалитет был дан срок месяц, они через 2 недели решили вопросы по тем объектам, где мы были. Представители местного муниципалитета объясняют, все зависит от самих жителей. Им нужно создать ТСЖ и смотреть за порядком. У нас большая проблема в том, что отсутствуют вот эти управляющие компании. Данные территории, они являются дворовыми, и ТСЖ или управляющая компания, она должна следить за своей территорией, приводить в соответствие. Также вот жители должны тоже заботиться о данной территории, так как они здесь проживают, и некоторые наши жители закрывают глаза на то, что творят наши вандалы. Вот и есть суть нашей проблемы. Как быть, если детские площадки в принципе возвели не по ГОСТу? Та же обивка должна состоять хотя бы из резиновой окрошки, а горка должна быть более приземленной. Сносить и строить заново в ОНФ не просят. Главное, чтобы устранили нарушения, угрожающие здоровью и жизни детей. В местной администрации с этим согласились частично. Обещали исправить ситуацию. В любом случае мы
тесно работаем с Народным фронтом по мере поступления от них обращения, что есть какие-то нарушения. Также сами мониторим территории. По выявлению данных проблем мы занимаемся, мы устраняем данные нарушения. Сегодня же будет представлена информация в Центральный административный округ, чтобы они данные нарушения устранили и провели соответствующие работы. Местные администрации обращаются к жителям этих домов с просьбой заключить договор с управляющей компанией, чтобы они могли проводить ремонт и обустройство своих территорий. Ведь здесь можно заметить следы вандализма или времяпрепровождения старших. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.